Тарых жаралды. Мерим Жуманазарова дүйнө чемпиондугунда алтын медаль жеңди. Кыргыз болбон кызы Мерим Жуманазарова Норвегиянын борбору Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда алтын медаль тагынды. Жуманазарова финалдык беттеште япониялык Рин Миячи менен күч сынашып, 2 мүнөткө жеткирбей таза жеңиш менен жеңип алды. Беттештин биринчи бөлүгү башталгандан 2 мүнөт өтпөй Мерим Жуманазарова атаандашынын дабысын жерге басып таза жеңишти камсыздады. Муну менен Мерим Жуманазарова чоңдор арасындагы кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпиону болду. Эске салсак, Мерим Жуманазарова дүйнө чемпиондугунда алгачкы беттешинде түштүк кореялык балбанды таза жеңиш менен утуп алган. Ал эми чейрек финалда канадалык Грейсти Бакко аттуу спортчу айым менен күч сынашып, 7-1 эсебинде жеңишке жетишкен. Жарым финалда орусиялык балбан кыз Ханум Валиева менен кескерип, 3-3 эсебинде беттешти жыйынтыктаган. Эрежеге ылайык акыркы упайды иштеп тапкандыгы үчүн кыргыз балбан кызына жеңиш ыйгарылып финалга чыккан. Мерим Жуманазарова дүйнөлүк олимпиадада медаль уткан алгачкы кыргыз кызы. Ал Токиодо өткөн жайкы олимпиада оюндарында коло байгени жеңип алган. Маалымат булагы Супер KG. Нельзя не отметить нашу озабоченность в связи с последними событиями в Афганистане. Мы можем предоставить 500 молодым афганцам возможность обучения в наших университетах, а также оказать гуманитарную помощь нуждающимся гражданам, в первую очередь этническим кыргызам малого и большого Памира Афганистана. С учетом проходящей эвакуации учреждений ООН из Афганистана, Кыргызстан предлагает временно разместить их в Бишкеке. В этой связи обращаюсь к генеральному секретарю ООН принять во внимание наше предложение. Вместе с тем, из-за сложившейся ситуации в Афганистане вновь выходит на первый план безопасность Центральной Азии. Надеемся на скорейшее установление общественно-политической стабильности и правопорядка в Афганистане. Серьезным вызовом для человечества стала пандемия коронавирусной инфекции, приведшая к многочисленным жертвам, подвергшая национальные системы здравоохранения беспрецедентному испытанию на прочность и вызвавшая спад в мировой экономике. Надеемся, что в связи с проводимой разработкой лекарств и методов лечения полная победа над этим зловещим вирусом уже совсем близка. Важно, чтобы эти противовирусные ноу-хау медицины затем стали общедоступными. Что касается ситуации в нашей стране, отмечу, что властями предпринимаются необходимые меры, чтобы защитить жизнь и здоровье населения, в особенности медицинских работников. Полным ходом идет вакцинация граждан. В обществе проводится разъяснительная кампания по вакцинации. В стране уже имеются вакцины разных мировых производителей. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность руководству Китая, России, Казахстана, Швеции, которые предоставили нам вакцины в виде гуманитарной акции на двусторонней основе и в рамках программы COVAX Всемирной организации здравоохранения. Пандемия коронавирусной инфекции также стала одной из причин того, что реализация целей устойчивого развития в Кыргызстане не может выполняться своевременно и в полном объеме. Мы вынуждены отвлекать запрограммированные на ЦУР финансы для борьбы с пандемией и погашения внешнего долга. В этой связи призываем двусторонних и многосторонних кредиторов поддержать инициативу по облегчению внешнего долга в обмен на жизненно важные проекты устойчивого развития Кыргызстана. На протяжении 3 десятилетий Кыргызстан остается на международной арене активным проводником интересов горных государств, не имеющих выхода к морю, целью решения проблем устойчивого развития и влияния изменения климата. По нашей инициативе 2002 год был объявлен Международным годом гор. В том же году в Бишкеке прошел первый глобальный горный саммит,
а в 2018 году уже 4-й Всемирный горный форум. На текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН от группы друзей горных стран мы инициируем, чтобы вновь объявить 2022 год Международным годом гор, утвердить 5-летнюю программу по устойчивому развитию горных регионов и в 2027 году, созвать глобальный саммит Бишкек плюс 25. В этом году в ЮНЕСКО мы инициируем резолюцию о сохранении горных ледников и одновременно продолжаем работу с международными партнерами по выполнению положений резолюции «Природа не знает границ», внесенной Кыргызстаном и недавно утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН. Уже есть обнадеживающие достижения. Например, благодаря общей работе со странами ареалами, обитания и международными организациями удалось не допустить исчезновения такого благородного животного, как снежный барс. Вместе с тем, Кыргызстан к 2050 году постарается достичь углеродной нейтральности. Кыргызская экономика постепенно зеленеет, в строй будет вводиться все больше безуглеродных источников энергии, имея в виду в первую очередь гидроэлектростанции. В следующем году 30-летие вступления в ООН также будут отмечать наши уважаемые соседи по региону, с которыми у нас общая история и, уверен, общее будущее. Хочу подчеркнуть, что во многовековых отношениях с соседями Кыргызстан всегда выступает за равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество. Решение всех разногласий исключительно путем переговоров. Учитывая эту знаменательную дату, в 2022 году предлагаем провести саммит «Центральная Азия ООН», чтобы вместе подвести итоги взаимного сотрудничества и наметить совместные планы на перспективу в целях развития и безопасности Центральной Азии. Саммит предлагаем организовать в сроки проведения очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Мы также участвуем в проекте строительства железнодорожной магистрали Китай, Кыргызстан, Узбекистан и поддерживаем модернизацию евразийской железнодорожной инфраструктуры. Уже сегодня Кыргызстан способен обеспечить приемлемые сроки и стоимость доставки транзитных грузов между странами Евразийского экономического союза, Центральной Азии, Китайской Народной Республикой и Европейского Союза к морским портам Карачи, Бандер-Аббас и Черного моря. Приглашаю международный логистический бизнес к многоплановому сотрудничеству, в том числе в сфере мультимодальных перевозок. Вместе с тем обращаю внимание, что успешно реализованные инвестиционные проекты и новые транспортные коридоры не будут приносить максимальные выгоды. В случае, если будут сохраняться барьеры, связанные с пересечением государственных границ. В этой связи выступаем за создание благоприятных условий для международных перевозок и недопущение задержки грузопотока между странами, а также за снятие барьеров на пути к экономической кооперации, упрощение процедур прохождения границ и транзита между странами и регионами.